Отчет о реализации программы о расширении сферы применения гагаузского языка за 2022 год был представлен директором научно-исследовательского центра имени Марии Маруневич Ириной Константиновой. На реализацию проектов нами было потрачено 3 миллиона 252 тысячи 736 лев. Также была представлена программа действий на 2023 год. Программа 2023 года состоит из 64 пунктов. 28 из них будут реализованы научно-исследовательским центром, 25 управлением образования и 11 управлением культуры. А за проделанную в 2022 году работу исполнительный комитет поблагодарила депутат Народного собрания Гагаузии Светлана Дювенжи. Она отметила важность и необходимость печатания учебных пособий. У меня вопросов нет. Я хочу огромное спасибо сказать вам за работу, за изданные учебники, потому что действительно 30 лет уже ждут эти учебники. За изданные куррикулумы, гид. Проделана огромная работа. После представления отчета и программы на 2023 год у большинства депутатов возникли вопросы относительно пунктов, которые не были реализованы в 2022 году. Почему в 2022 году из фонда не были выплачены стипендии студентам? В 13 статье настоящего закона говорится о том, что студенты КГУ, обучающиеся на специальности гагаузский язык и литература, получают дополнительную стипендию из фонда, равную сумме государственной стипендии в течение всего периода обучения. Однако данная норма в 2022 году выполнена не была. У нас такой специальности гагаузский язык и литература в Камрадском университете нет. Поэтому, к сожалению, мы не имеем правовой основы сегодня выплачивать эту стипендию студентам, которые обучаются по специальностям, смежным с гагаузским языком. Ирина Константинова отметила, что выплата данных стипендий была прекращена согласно выявленным в 2022 году нарушениям. Тем более, если была бумага, запрещающая выплаты, почему не был сразу поднят вопрос? Я считаю, что этот вопрос надо исправить, чтобы люди получили, те люди, которые обучались с 1 января 2022 года по сегодняшний день, они должны получить стипендию, потому что деньги выделены. Студенты Камрадского государственного университета по разъяснению данного вопроса несколько месяцев назад обратились в Народное собрание, в Управление образования и руководство университета. Это равнодушное отношение со стороны исполнительного комитета к этой проблеме. Эти девочки, которые имеют право на эту стипендию, они уже, по-моему, много месяцев ходят для решения этой проблемы. Председатель специальной комиссии Народного собрания по науке, образованию, культуре, языку и культам Дмитрий Монастырлы отметил, что на данные цели в программе 2023 года необходимые финансы заложены. Изыскали из этого фонда 319 тысяч лей, чтобы оплатить студентам с 1 января 2023 года. А как утрачена эту сумму за 2022 год, восстановить или как, нам придется еще работать, вопрос остается открытым. Свое мнение относительно решения данной проблемы высказал и депутат Народного собрания Гагаузии, а также ректор Камрадского государственного университета Сергей Захария. Я предлагаю, чтобы с 1 января 2023 года стипендию этим студентам, которые обучаются на этой специальности, выдать уже в двойном размере, чтобы восполнить те пробелы, которые не были в 2022 году. Люди не должны страдать. Закон о расширении сферы применения гагаузского языка был принят в 2018 году. Его авторами стали депутаты Народного собрания Гагаузии Елена Карамит, Екатерина Жекова и Михаил Железогла. Алена Терзи, Владислав Табачук, Мария Казак, УГРТ Новости.